18 июля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,40 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,17 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,48 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет: 1 доллар США от 10,4068 до 10,40 сомони, 1 евро от 10,4807 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1715 до 0,1730 сомони. Цена на золото в понедельник утром несколько поднимается на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам. Стоимость при этом остается на уровне около $1710 за тройскую унцию на ожиданиях поставки Федрезерва США. Мировые цены на нефть в понедельник растут на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам. Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок. Нефть марки Brent находится на уровне $101,83 за баррель, марки ВТИ на уровне $95 за баррель. Официальный курс американского доллара снизился почти на 6,6% по отношению к национальной валюте сомони в первом полугодии этого года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Нацбанка Таджикистана Фирдавс Толибзода. По его словам, курс доллара снизился с 11,30 сомони до 10,55 сомони за 1 доллар. Напомню, что в первом полугодии этого года на валютном рынке страны наблюдалась нестабильная ситуация. Сильные изменения на рынке были заметны в первом квартале текущего года, после начала российско-украинского конфликта. По данным НБТ, курс сомони снизился именно в марте. Тогда регулятор осуществил $64 миллиона интервенции для стабилизации валютного рынка страны и удовлетворения нужд кредитных организаций. Напомним, что тогда после проведения НБТ разовой коррекции курс сомони был установлен на уровне 13 сомони за 1 доллар. Объем валового внутреннего продукта Таджикистана по итогам первого полугодия этого года составил 46 миллиардов 200 миллионов сомони. Об этом сообщил журналистам в понедельник в Душанбе министр финансов страны Файзиддин Кахорзода. По словам главы Минфина, темпы роста ВВП в отчетный период составили 7,4%. Общий объем доходов в государственный бюджет с учетом средств, привлеченных для реализации государственных инвестиционных проектов и спецсредств бюджетных организаций и учреждений, обеспечен на уровне 102% и составил 15,1 миллиарда сомони. За счет внутренних доходов в госбюджет поступило 7,3 миллиарда сомони, еще 3,4 миллиарда сомони поступило за счет экономической деятельности и 1,2 миллиарда сомони внесено в госбюджет за счет спецсредств бюджетных организаций. Доходная статья республиканского бюджета выполнена на 104,2%, а план доходов в местные бюджеты выполнен на 104%, что составляет 6,3 миллиарда сомони и 3,8 миллиарда сомони соответственно. Золотовалютные резервы Нацбанка Таджикистана к концу первого полугодия этого года составили 8,1 месяцев покрытия импорта страны. Об этом сообщил заместитель председателя НБТ Фирдавс Толибзода на пресс-конференции сегодня в Душанбе. Это на 1 месяц покрытия импорта больше, чем в начале года. По его словам, валютные интервенции на наличном рынке для поддержки национальной валюты проведено в сумму $64,8 миллиона. Толибзода подчеркнул, что вмешательство в наличный рынок осуществлялся в первом полугодии только в марте. Узбекистан лидирует среди стран СНГ по количеству запущенных новых гидроэлектростанций за последние 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба АО «Узбекгидроэнерго». По данным компании, за последние 5 лет в республике ввели в эксплуатацию 11 новых гидроэлектростанций. Еще 9 гидроэлектростанций модернизировали. В России же за этот же срок запустили 6 новых ГЭС, в Азербайджане 5.
в Казахстане 3, в Беларуси 2, в Таджикистане 1. На Украине, в Молдове, Грузии и Кыргызстане за это время не построили ни одной гидроэлектростанции. Узбекистан в последние годы активно развивает свою гидроэнергетику. До 2030 года власти намерены увеличить ее мощность в 1,7 раза до 3416 мегаватт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС. Владельцы танкеров в Европе стремятся максимально нарастить перевозки российской нефти до того, как в декабре вступят в силу энергетические санкции против Москвы, сообщил об этом издание The Wall Street Journal. Надвигающиеся санкции в настоящее время вызывают опасения среди европейских переработчиков и судовладельцев, что их могут занести в черный список за бизнес России, пишет The Wall Street Journal. По данным брокеров, греческие владельцы танкеров, которые контролируют почти треть мирового нефтяного флота, перевезли около половины объемов российской нефти в мае и июне. По оценкам Lloyd's List Intelligence, за эти 2 месяца греческие суда совершили 151 заход в российские порты в Черном и Балтийских морях, по сравнению с 89 заходами за аналогичным периодом годом ранее. Издание пишет, что в настоящее время резко возросли российские поставки в Азию. По данным поставщика энергетических данных компании Vortecha, Китай почти удвоил потребление российской нефти в среднем до 1,13 миллионов баррелей в день в июне, 670 тысяч баррелей в день в феврале. Также серьезно увеличились закупки российской нефти Индией.